Муниципальные выборы в Абхазии прошли, господи, как же бесит. В этот раз они даже не пообещали ничего, понимаете? То есть, ладно, мы знаем, что вы приходите и вы все врете, вы ничего не делаете. Но была какая-то негласная договоренность, что когда мы вас выбираем, вы взамен что-то делаете. Да? Вот в прошлый раз, 4 года назад, нам сделали дорогу. Ну как дорогу? Забетонировали 30 метров подъема к нам в село. Кроме этого, мы сидели, писали обращение в администрацию, коллективное, чтобы нам провели свет. Слушайте, вы можете людям свет сделать, а? В Абхазии. У меня в доме вся техника сейчас сгорела. При полностью отключенном доме со столба электрики меряют, там прыгает от 170 до 270, вот так вот, как кардиограмма. Я пофиг, да, вот есть Батал Кабахи, общественный деятель, историк-археолог. Даже депутатом был в 2007-2012 годах. Вот. Известный очень человек. То же самое на Фейсбуке недавно написал. Сгорела половина техники. Скачок был в электросети. У меня сгорел, например, холодильник и Аристон. Холодильник, вот как у меня, он сейчас стоит 80 тысяч. Я знаете, что поставила? Я поставила розетку с таймером. У меня нету 80 тысяч, потому что на холодильник. Теперь у меня от розетки включается-выключается. Но вернемся к выборам. То есть, смотрите, оказывается, что выясняется. Мы написали вот это коллективное обращение, да, что под прошлые выборы еще, чтобы нам пообещали сделать свет. И мне рассказывают, что, оказывается, под те выборы действительно, вот кого выбирали, достало нам, да, там столбы, достали нам провода, все там, да, оно все лежит, оно 4 года лежит, они не делают, потому что они решили сэкономить и под следующие выборы, типа, еще раз пообещать, понимаете, то же самое. Мы сидим, ждем, что ладно, хорошо, приходите, пообещайте нам поставить, наконец, эти столбы. Нет, никого не было, ничего вообще. Никто ничего не обещал. 2 миллиона рублей они хотят. Понимаете, Черноморэнерго хочет 2 миллиона рублей за 100 столбов. Это, считайте, со 100 домов, вот, да, 100 домов в деревне. Они хотят 2 миллиона рублей поставить столбы, протянуть эти провода. Господи, я не могу, это как вообще, это как? Вы зарабатываете на этом свете, да, у нас столбы уже, они лежат, понимаете, вот эти вот деревянные столбы, которым уже лет по 30, по 50, да, они лежат уже. Почему, когда интернет, например, у нас падает, да, приезжают ребята, тут же все чинят, почему вы не делаете этого? Я убей этого не понимаю, это ваш заработок, это ваша прибыль. То, что мы платим за свет, это ваша прибыль. 2 миллиона рублей. Где деревне взять 2 миллиона рублей? Вы там совсем чокнулись, что ли? Но меня даже не это взбесило. То есть я сижу, и муж мой смотрит на ютубе. Сидят на телеке, вот обсуждают, да, выборы муниципальные прошли. Сидят, обсуждают. Я не видела, кто речь. Вальяжно так сидят, да. Знаете, почему денег в этот раз никому ничего не обещали, ничего не делали? Потому что все деньги ушли на политтехнологов из России под муниципальные выборы. А обсуждают они, что политтехнологи должны быть не российские в следующий раз, а абхазские. Типа, что это вы деньги отдали им? Отдайте нам. Дальше хуже. Говорят, муниципальные выборы считаются у нас началом к чему-то, к политической карьере. Вы понимаете, да? Вот для нас муниципальные выборы – это выдрать хоть что-то для деревни. А для них это начало политической карьеры. Им вообще не до нас. Еще хуже. Я считаю, что муниципальные выборы недостаточно политизированы. Надо их политизировать. Вы вообще, что ли? Вы хотите, чтобы у нас стрельба уже начиналась на участках предвыборных уже на муниципальном уровне? Мы же на муниципальном уровне решаем такие важные проблемы. Культуру и образование. Свет людям дайте, какая культура! Село не может развиваться, вы понимаете? Мы не можем поставить автоматизированные теплицы, например. Почему весь абхазский рынок завален краснодарскими продуктами? Потому что мы конкурировать с ними не можем, там дешевле все, потому что они выращивают в 10 раз больше в теплицах, чем мы на земле, на открытом грунте. Ну не может человек столько обрабатывать самостоятельно. Нам нужны теплицы с гидропоникой, с аэропоникой. В 2 часа дня пусть там поливает автоматически ядом, через 2 часа автоматически удобрениями. Понимаете, не может человек один столько же сделать, сколько делает автоматизированная теплица. Вы понимаете, что инкубаторы у людей стоят на генераторах, потому что света нет. А сколько стоит этот бензин? И если уж идти к образованию, дети сидят в школах на печном отоплении. Я не знаю, какое это позорище вообще. Вот я говорю, да, вот это сейчас с России услышат, это просто позорище.
Зато слово в Абхазии новое появилось — политтехнология.